Ну, мы с тобой всегда так, да? Так. Как вы думаете? Смотри, чтобы он не на краю был. Ага, ясно. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо за ваше посещение очередного вебинара нашего. Значит, продолжаем серию вебинаров, которые посвящены развитию национальной системы квалификации в нашей республике, в нашем регионе. Значит, мы рассматривали на прошлых вебинарах и применение профессиональных стандартов в организациях и в образовательных организациях, проведение и организация профессиональных экзаменов в рамках федерального закона о независимой оценке, о профессиональных стандартах, ну и так далее. Мы обсуждали массу вопросов. Хотелось бы по тому плану работы, который мы запланировали на сегодняшний день, мы хотим рассмотреть, значит, следующие моменты. Ну, во-первых, законодательные акты и нормативные документы, которые регламентируют развитие национальной системы квалификации, и будем стараться это все применять в разрезе нашего региона. Безопасность труда и квалификация работников – один из моментов. Дорожная карта по развитию национальной системы квалификации в Республике Коми на период до 2004 года и перспективы развития национальной системы квалификации в нашей республике. Ну, хотелось бы начать с небольшого отступления, потому что это очень важно. На протяжении всех прошедших вебинаров у нас там есть, где задают вопросы, и эти вопросы мы систематизировали и, как обещали и в прошлые разы, подготовили на них ответы. Вопросы очень разные. Мы постарались, я в том числе, значит, отобрать те вопросы, которые касаются именно, потому что, зная, какая у нас аудитория, это в основном большей частью представители образования, поэтому в этой части мы и эти вопросы, и, будем говорить так, и отформатировали и сделали фильтр. Потому что я помню, один был такой момент, когда начал говорить о сварке, и потом где-то в комментариях увидел, что а зачем она нам сварка, когда мы занимаемся там воспитанием, обучением в школах. Поэтому давайте таким образом. Вот я сделал подборку и выбрал самые такие, которые часто повторяющиеся, эти вопросы. Я думаю, вы не против, да? Вот, я думаю, что это очень важно, потому что люди в любом случае, слушатели ждут. Ну вот то, что касается, собственно говоря, образования в данной ситуации. Ну вот, допустим, такой вопрос. Будет ли проводиться независимая оценка квалификации учителя при наличии у него диплома о педагогическом образовании и аттестации? Значит, решением Национального совета по президенте, это сразу комментирую ответ на этот вопрос, значит, создан еще в 2019 году Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования. СПК сокращенная, потом я объясню, что это такое. Да, независимая оценка квалификации педагогических работников возможна только после создания и функционирования соответствующей инфраструктуры. Вот это СПК создан, возглавляет его депутат Государственной Думы Духанина. В данной ситуации она буквально выступала пару дней назад на форуме национальной системы квалификаций, который проходил в Москве, правда, в режиме онлайн, но вместе с тем сегодня вопрос, значит, стоит таким образом. Значит, согласно национальному проекту образования и государственной программы Российской Федерации развития образования, в 2019 году планировалось создание 4 центров профессионального мастерства и квалификации педагогов. А в 2024, чего, собственно говоря, ну, будем говорить, не совсем было исполнено, потому что столкнулись с массой проблем. Вот, и эти центры не были созданы, СПК, а центры профессионального мастерства и квалификации работы. В 2024 году планируется создание целой серии таких центров, субъектов. Но учитывая те программы, которые приняты на сегодняшний день, значит, что не менее 10% педагогических работников в системе общего образования
и дополнительное образование должны пройти независимую оценку квалификации. Когда будут эти центры созданы, тогда только можно говорить о том, что эту независимую оценку педагоги могут будет проходить. Значит, в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» и национального проекта образования к 2024 году в каждом регионе страны должны появиться центры независимой оценки квалификаций педагогов, где можно будет оценивать их компетенции и получать сформированную индивидуальную образовательную траекторию непрерывного повышения квалификации. Значит, в 19-м по программе «Учитель будущего» федеральные субсидии в 2019 году, в начале 2020 года получили 11 регионов, но наша республика в этот перечень не вошла. Мы в программе 2021-2022 годов. Поэтому пока не будут созданы центры оценки квалификации, это уже наша задача, как эти центры нам, собственно говоря, здесь создать. Эта работа ведется, это обсуждается в Министерстве образования и в Институте развития образования, поэтому я считаю, что вот в течение определенного времени, а скоро у нас планируется организация проведения нашего координационного совета при главе республики, я думаю, вопрос будет стоять на повестке дня однозначно. Это один момент, который бы хотелось. Спрашиваю, чем отличается аттестация, которую проводит работодатель от независимой оценки квалификации? Ну, работодатели, как правило, на своих предприятиях создают комиссии по аттестации работников, и она проводится на основании положений, которые они, это локальный акт, который они утверждаются самим работодателем. И они проводят на основании этого локального акта, проводят они такую аттестацию. Что, собственно говоря, чем отличается от аттестации независимая оценка, могут пройти только те работники, претендующие, которые на осуществление профессиональной деятельности, у которых есть профессиональный стандарт, и на основании профессионального стандарта, если он есть по этой профессии, которой занимает работник, только тогда можно проходить независимую оценку. Конечно, чем отличается? Во-первых, аттестации работников на производствах, на предприятиях, она проводится очень давно. У каждого свое направление, своей отрасли имеются свои правила игры. Вот. Но учитывая, что независимая оценка – это акт нормативный, который принят позже, он будет являться, так сказать, более, значит… Владислав Петрович, да. Можно дополнить? Да, конечно, конечно. Вообще, если смотреть Трудовой кодекс Российской Федерации, то аттестация работников, которую проводит работодатель, это оценка их соответствия занимаемой должности. А независимая оценка квалификации – это совершенно другое. Это оценка квалификации работника на соответствие требованиям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, которые в других законах, нормативно-правовых актах отражены. То есть это более широкое понятие, то есть оно охватывает весь спектр профессиональной деятельности, а работодатель оценивает только в рамках тех функционалов, которые он поручает своему работнику. Да, все, спасибо, Владимир Владимирович. Ну и по результатам аттестации работника в случае выявления несоответствия его квалификации, занимаемой должности и выполняемой работы, работодатель вправе принять решение о расторжении трудового договора и так далее. То есть прервать отношения трудовые. Заключение, выданное Центром оценки квалификации, если профессиональный экзамен не был успешно пройден соискателем, работником, не может являться основанием для увольнения работника, но может быть учтен работодателем в рамках его аттестации. Это очень важно. Так, есть такой общий вопрос, что дает независимая оценка. Мы этот вопрос уже неоднократно говорили, и он повторяться, может быть, уже и смысла нет, и что она дает и так далее. Она дает, собственно говоря, положительный эффект, независимая оценка, так в двух словах, чтобы этот вопрос не упустить. И как положительные моменты для работодателя, так и, собственно говоря, для работника. Подтверждает независимая оценка профессиональные знания и умения работников, которые соответствуют требованиям профессионального стандарта, о чем уже, собственно, говорили. Поэтому и мы выявляем у работников квалификационный дефицит, знания, умения, определяем реальный уровень профессионального знания и умения соискателей. Профессиональный стандарт четко прописывает и трудовые функции, умения,
их профессиональная компетентность и так далее. Есть такой вопрос, который касается стандартов профессиональных. Значит, задают таким образом: какие профессиональные стандарты уже введены в сфере дошкольного, начального и среднего общего образования? Ну, могу сказать, что их вообще-то было 11. На сегодняшний день 4 профессиональных стандарта отозваны для доработки. На сегодняшний день, если конкретно отвечать вот именно в этой сфере, то педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования. Воспитатель, учитель. Но это на основании приказа Министерства труда России еще 2013 года, 544. Педагог-психолог. Психолог в сфере образования – это приказ Минтруда России еще 2015 года. Педагог дополнительного образования детей и взрослых. Специалист в области воспитания. Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива. И нянечка, работник по присмотру и уходу за детьми. Значит, у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре профстандарта находятся на доработке. Так, есть такое 584 постановление. Значит, 584 постановление, это было еще постановление правительства еще 2016 года. Вот, и многие спрашивают слушатели, планируется ли продление срока реализации постановления. Да, конечно. Могу только сказать, что это один из тех первых документов о применении и внедрении оптовых стандартов в организациях, которым руководствовались работодатели и кадровые службы и так далее. Вот могу только что пояснить. Значит, с 1 января 2020 года у организации, на которой распространяется действие этого постановления, не будет возможности долго адаптироваться к внедрению новых профессиональных стандартов. Как правило, через 10 дней с момента регистрации в Минюсте профессиональный стандарт вступает в силу. Поэтому я думаю, что за этим делом нужно смотреть, следить и так далее. Ну и несвоевременное внедрение профстандартов влечет за собой, естественно, и административную ответственность за нарушение требований трудового законодательства и так далее, которые предусмотрены статьями и так далее. Будет ли проводиться независимая оценка учителя, оценка квалификации учителя при наличии у него диплома по педагогическому образованию и аттестации? Прямо конкретно этот вопрос очень многими задавался, поэтому я его прочту прямо, так сказать, более не отвлекаясь, там, не сокращая. Значит, будет ли проводиться независимая оценка квалификации учителя и при наличии у него диплома о педагогическом образовании и аттестации? Значит, решением Национального совета при президенте Российской Федерации по профквалификациям 25 сентября 2019 года Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования. Я об этом говорил выше. Независимая оценка квалификации педагогических работников возможна после создания и функционирования соответствующей инфраструктуры. Ну, этот вопрос, он до такой степени частый, поэтому он так и повторяется, я уже, собственно, о нем говорил. Так, что дает независимая оценка квалификации? Вопрос постоянно обсуждаемый, так сказать, ну, дает и очень много дает, и сейчас в процессе нашего разговора сегодня мы об этом будем говорить. Ну и, собственно говоря, остальные моменты, которые повторяются, это только вот то маленьких количество вопросов, которые возникают, я, собственно, их выбрал, потому что, чтобы не уходить в дебри, каждый раз мы проверяем это все, делаем подборку, и повторяющиеся вопросы мы, естественно, фильтруем, ну и так далее. Вот хотелось бы вкратце, для того, чтобы... собственно, надо было, конечно, начать вообще-то с того, что мы сегодня вместе с Владимиром Владимировичем Смирновым, начальником отдела государственной экспертизы условий труда, управления труда министерства нашего Республики Коми. Поэтому мы уже вдвоем неоднократно проводим эти мероприятия, эти вебинары. Поэтому у нас как бы так уже сложился тандем. Мы очень друг друга, надеюсь, понимаем быстро и очень продолжительное время совместно в этой части работаем. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Владимира Владимировича, что он всегда откликается на участие в наших вебинарах.
ну, что он считается квалифицированным специалистом, компетентным, поэтому к его помощи мы прибегаем. Спасибо, Владислав. Поэтому я как бы вот сейчас предоставлю, вернее, слово Владимиру Владимировичу о безопасности труда и квалификации работников, да, и потом можно сразу переходить к дорожной карте, чтобы людям было. Да, добрый день, уважаемые коллеги, участники мероприятия. Но сегодня у меня немножко тема нестандартная. То есть, к сожалению, служба техподдержки нас покинула. Как-то вот я не знаю, видна ли моя презентация или нет. Ну, давайте. Ну, он сказал, что видна. Ну, вот, честно говоря, не знаю. Нет, не видно. Вот тут мы что-то переключали. Может быть, не знаю. А вот сейчас. Не знаю. А скажи, пожалуйста, а видна наша презентация? Как нам на презентацию? Все видно, да? Видно, да? Угу. Ага. А пишут, что... вот видна, говорят. А кто-то написал нет вначале. Да? Угу. Так, коллеги, значит, вы, наверное, в курсе, что буквально на прошлой неделе у нас прошло одно из важнейших мероприятий года, которое посвящено национальной системе квалификации в Российской Федерации. Темой этого года это был рынок труда, новая реальность. Материалы форума на сегодняшний день, видеоматериалы, они находятся в стадии обработки. Кто, если не смотрел это мероприятие онлайн, да, оно проходило онлайн, то очень рекомендую посмотреть видеозаписи. Я сам жду видеозаписи по всем площадкам. Дело в том, что площадки проходили параллельно. Я вот из них поучаствовал только вот в ключевой сессии безопасности и квалификации, так как это все-таки ближе к моей сфере деятельности охраны труда. Ну и еще поучаствовал в марафоне, который посвящен развитию национальной системы квалификации на региональных уровнях. Очень советую посмотреть, потому что на этом мероприятии определяются основные ключевые элементы, как мы будем в ближайшем году, в ближайшее время развиваться в плане национальной системы квалификации. Вот буквально несколько моментов. На этом форуме была озвучена стратегия развития национальной системы квалификации в Российской Федерации до 2030 года. Очень много, так скажем, амбициозных планов там построено, в том числе вот Владислав Петрович уже сегодня затрагивал по поводу независимой оценки квалификации. Коллеги, у нас планируется, что в ближайшей перспективе у нас до 50% всех работников должны будут пройти независимую оценку квалификации. Также достаточно большое количество выпускников среднего профобразования должны будут проходить, помимо государственной итоговой аттестации, получать в том числе подтверждение своей квалификации в рамках независимой оценки квалификации. Ну, вот буквально один приоритет, который мне все-таки ближе, я тоже здесь обозначил, это повышение эффективности и безопасности производства, качество продукции, услуг для граждан за счет роста квалификационного уровня персонала на основе новых профессиональных стандартов. Тема очень важная, потому что от квалификации, если у нас время будет, мы об этом тоже немножко остановимся на безопасности, зависит очень много, в том числе жизнь, здоровье наших работников и сохранение всего в целом кадрового потенциала. Значит, небольшое дополнение. Вот то, что сейчас сказал Владимир Владимирович, буквально через пару дней, когда будут материалы все выложены, вот я буквально вот с нарком общался, и вся информация будет выложена у нас на сайте РМЦ. Все это будет, все буквально площадки в полном объеме будут в записи, будут указаны ссылки, по которым я считаю, что за один раз это невозможно, конечно, все, потому что материал, значит, озвучивался нарком в течение 2 дней. Практически даже. Там не только нарком, там присутствовало участников очень много субъектов, которые делились своим опытом развития национальной системы квалификации, предприятия, профсообщества. То есть очень в этом году интересный был материал, именно потому что, скорее всего, он проходил онлайн. Очень много участников обычно у нас, которые не могут принять участие, они онлайн там принять. Ну, буквально тоже
буквально только по одной цели, которую я озвучил, да, какие у нас задачи стоят. Это модернизация требований квалификации институтом признания профессионального мастерства. Это касается, так скажем, больше тех рабочих профессий, где это связано с безопасностью производства, ну, в том числе, как вы видите, модернизация затронет не только опасные, так скажем, производства и профессии, но и в тех случаях, когда это связано с промышленной безопасностью, с финансовой безопасностью. Это все у нас заложено в стратегии. Значит, еще буквально несколько задач, чтобы потом перейти дальше. Это обновление, в том числе с использованием инструментов независимой оценки квалификации, механизмов допуска профессиональной деятельности. Тоже об этом поговорим. У нас на сегодняшний день уже одна отрасль перешла полностью на инструменты независимой оценки квалификации. Тоже, наверное, вы слышали об этом. Это лифтовая отрасль. Большая часть работников, которая занимается именно техническим обслуживанием лифтового хозяйства, она может быть допущена к выполнению своих обязанностей только в том случае, если они сдадут квалификационный экзамен в Центре оценки квалификации. Значит, в том числе еще одно направление задачи – это формирование единой общедоступной базы данных профессий и видов деятельности, по которым требования к квалификациям работникам регулируются специально нормативно-правовыми актами. Тоже на сегодняшний день есть такая проблема в том плане, что эти все акты разбросаны по разным ведомствам, по разным отраслям, и планируется, что будет некая единая база, где прописано, в каких случаях необходимо работникам проходить независимую оценку квалификации для допуска их к определенным видам работ. Ну, по нашей республике все-таки еще раз давайте напомним, как у нас проходит развитие национальной системы квалификации. Вы знаете, что есть федеральный уровень, который формирует всю повестку развития национальной системы квалификации. Это Национальный совет при президенте, Национальное агентство развития квалификации как инструмент внедрения всей этой системы. По всем видам профессиональной деятельности созданы профессиональные советы по профессиональным квалификациям. Возможно, они будут где-то объединяться, где-то наоборот делиться, где-то, может быть, новые появятся советы по профессиональным квалификациям. На сегодняшний день их порядка 40, да, Владислав Петрович? Советов СПК 39 на сегодняшний день. Да, 39. Значит, центры оценки квалификации, которые формируются уже по стране, их достаточно много, при этом у некоторых из них есть экзаменационные площадки, то есть центр оценки квалификации один, например, в сфере безопасности труда, но и больше не планируется, все остальное это будут экзаменационные площадки. Ну и аккредитующие организации, это касается профессиональной общественной аккредитации образовательных программ, среднего профобразования, ну и высшего профобразования. Значит, в Республике Коми у нас фактически нет полномочий, наверное, они нам не нужны, потому что система у нас национальная, должен быть единое управление развития этой системы сверху, а все, что касается конкретных видов профессиональной деятельности, они как раз регулируются профессиональным сообществом. Все вы знаете, например, что профессиональные стандарты, хоть это и приказы Минтруда России, да, но Минтруд России фактически сам эти профстандарты не готовит. Их готовят те специалисты из профсообщества, которые выполняют данный вид профессиональной деятельности. Он, конечно же, проходит все необходимые согласования, общественное обсуждение и так далее, но профстандарты готовят те люди, которые занимаются данным видом профессиональной деятельности, и это очень важно, и, наверное, это очень хорошо. Значит, в Республике Коми у нас еще в 2016 году создан координационный совет при главе
При координационном совете есть отраслевые рабочие группы совета. В ближайшее время мы их будем актуализировать, потому что у нас некоторые кадровые изменения в структуре, в том числе органов исполвласти. Будем эти рабочие группы оптимизировать. В некоторых случаях актуализация состава этих рабочих групп потребуется. У нас есть и действует Республиканский методический центр по развитию национальной системы. Это при Коми Республиканском институте развития образования. Это очень хорошо, потому что у нас есть на сегодняшний день площадка, где мы можем встретиться, обсудить эти вопросы и какую-то новую информацию донести до слушателей, в том числе до сегодняшнего мероприятия. Наша система, как я уже сказал, задача ее – это поддержка развития национальной системы квалификации. Это и информационная поддержка, и организационная поддержка. И основную роль, конечно же, здесь играть должны работодатели и общественные объединения, да, потому что, как я уже сказал, самое важное то, что национальная система квалификации, она не регулируется из каких-то кабинетов, она регулируется именно профсообществом. То есть чем больше работодатели, профсообществ будут принимать в ее развитии участие, тем система будет лучше настраиваться. Значит, что по развитию национальной системы квалификации, вот заявлена у нас дорожная карта по поддержке. Да, в апреле этого года Координационным советом принята дорожная карта до 2024 года, но это не говорит о том, что данный документ у нас принят один раз, и мы будем только по нему работать. Да, как я сказал, уже в этом году на форуме была озвучена стратегия развития национальной системы квалификации. Мы будем, соответственно, конечно же, стараться подстроиться под эту стратегию для того, чтобы в Республике Коми эта система развивалась так, как планирует профсообщество. Да. То есть, скорее всего, нам нужно будет вносить изменения в дорожную карту, но, тем не менее, пока дорожная карта есть, и большая часть тех мероприятий, которые она у нас заложена, она согласуется с той стратегией, которая озвучена была вот на прошлой неделе на 6-м форуме. Буквально вот немножко для того, чтобы, коллеги, вы поняли, куда нам нужно, что нам нужно делать, по крайней мере, по дорожной карте. Да. Вот в течение 2020 года Минтрудом России утверждено 70 новых профессиональных стандартов. Также было актуализировано 62 ранее принятых профессиональных стандартов. Всю эту информацию вы можете посмотреть в реестре профессиональных стандартов. Это всем известный сайт профстандарт Росминтруд. Да, можете зайти посмотреть, очень удобно, хорошо. И когда вы внедряете у себя профстандарты, желательно, конечно, не пользоваться сторонними источниками из интернета, брать информацию из первоисточников. Это для того, чтобы внедрять профстандарты, в том числе, которые были приняты. Вот Владислав Петрович сегодня упомянул про 584-е постановление. Несмотря на то, что срок реализации его как бы закончился в январе этого года, да, но в этом постановлении есть пункт о том, что новые профессиональные стандарты в организации должны применяться точно так же, как и это предусмотрено было ранее. То есть это разработка планов по организации применения профстандартов и, соответственно, далее реализация этих мероприятий, ну, как можно в более сжатый срок. Значит, далее есть у нас реестр уведомлений о разработке и пересмотре профстандартов, тоже на сайте профстандарт Росминтруд, отдельно там есть вкладочка. Значит, на сегодняшний день у нас размещено 261 уведомление, это на 4-й квартал, о разработке и пересмотре профессиональных стандартов. Тоже очень важный источник, ресурс, это у нас федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. Да, то есть там размещают все нормативные правовые акты, все органы исполвласти, все ведомства. Но нас в данном случае интересуют профстандарты. Так вот, на сегодняшний день на этом портале идет общественное обсуждение 90 проектов профессиональных стандартов.
Значит, любой из участников может, ну, любой из заинтересованной стороны, то есть любой специалист может зайти и поучаствовать в этом общественном обсуждении. То есть можно скачать проект профессионального стандарта, ознакомиться с ним, и если этот профстандарт – это ваша профессиональная деятельность, и вы видите там какие-то нестыковки или хотите что-то улучшить, то вы можете принять участие в разработке этого профстандарта. Значит, почему вот я только что говорил об этих источниках? Потому что в дорожной карте в плане мероприятий по поддержке профстандартов, по поддержке национальной системы квалификации в Республике Коми заложены мероприятия, которые, в принципе, распространяются на всех участников рынка труда. Это не только органы исполвласти, это и работодатели, и работники, и, конечно же, службы занятости, и органы исполнительной власти, и объединения работодателей, и профсоюзы, да, то есть на всех, в принципе, эти мероприятия могут подходить. Так вот, буквально несколько пунктов, которые у нас предусмотрены, это направление предложений по актуализации профстандартов Минтруд России. То есть новые профстандарты вступают, как я сказал, их нужно применять, внедрять. И если в ходе внедрения вы видите какие-то проблемные моменты, то это нужно об этом ставить в известность Минтруд России. Можно через наш Минтруд направлять информацию к нам, мы уже ее обобщим и перешлем в Минтруд России. Следующее – это участие в общественном обсуждении профессиональных стандартов. Только что я говорил, где эти обсуждения у нас проходят. Участие в разработке и апробации профессиональных стандартов. То есть вы видите новый проект профстандарта, вы можете на себя его применить, посмотреть, как он. И если какие-то, опять-таки, проблемные моменты вы видите, то их можно донести до Совета по профессиональным квалификациям, который отвечает за разработку этого профстандарта, ну, либо непосредственно в Минтруд России, в Минтруд Республики Коми, либо прямо в Национальный совет при президенте эту информацию направить. Значит, тоже очень важный момент, который относится к всем участникам рынка труда, это формирование перечня профстандартов, разработка которых является первоочередной задачей для экономики республики. То есть, если вы видите, что каких-то профстандартов у нас нет, либо их нужно актуализировать, тоже можно обращаться в орган исполнительной власти Республики Коми, курирующих данную отрасль, да, с предложением, что нужно такой профстандарт разработать. Значит, и буквально еще несколько мероприятий. Это участие во внедрении профессиональных стандартов, ключевых для экономики региона отраслях, направление в адрес Национального агентства развития квалификаций лучших практик применения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в управлении персоналом, и развитие и поддержка сети центров оценки квалификации, тоже очень важный пункт, в котором мы хотели бы, конечно, чтобы поучаствовали более активно наши работодатели и их объединения. Значит, и буквально чуть-чуть совсем про безопасность, потому что время у нас все-таки ограничено. Да. Вот на слайде вы видите мировую статистику по несчастным случаям профессиональных заболеваний. Да. Вот есть такая международная организация труда, так вот, по их данным, около 2,3 миллионов мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на производстве. Чтобы вам было понятно масштабы, это ежедневно 6 тысяч человек каким-то образом страдают на производстве, в том числе погибают либо от профзаболевания, либо от несчастного случая. По Российской Федерации цифры, конечно же, у нас меньше, но это данные статистики, более 23 тысяч пострадало в прошлом году, 3 тысячи профессиональных заболеваний, 38% работников во вредных условиях труда у нас трудятся. Значит, несчастные случаи на производстве, они не предопределены судьбой, не являются неизбежными. У них всегда есть причина. Это и организационные причины, технические причины и так далее. Но по оценкам экспертов, у всех этих причин в основе лежит так называемый человеческий фактор. Да? Это квалификация работников. На сегодняшний день технические средства, производственное оборудование работают все быстрее, они все современнее, эффективнее, но при этом, к сожалению, чаще выходят из строя. Характер рабочих мест непрерывно меняется, знания устаревают стремительно, профессиональные навыки работников требуют регулярного обновления.
Поэтому на сегодняшний день особенно важно это так называемое непрерывное обучение работников на предприятии. То есть это не то, что вы приняли нового работника и забыли об этом, но нужно постоянно повышать квалификацию ваших сотрудников. И буквально только на одном слайде остановлюсь. Вот в 2017 году Минтруд России подписал меморандум с Всемирной организацией, это Международная ассоциация социального обеспечения, МАСО, по продвижению в Российской Федерации так называемой концепции Vision Zero. Это по-другому еще это концепция нулевого травматизма или стремление к нулю. Значит, в основе концепции лежат 7 золотых правил, и вот одно из этих правил – это повышать квалификацию работников, развивать профессиональные навыки. К сожалению, время у нас не позволяет, у меня там очень много было бы еще слайдов как раз по вот этому золотому правилу, но я думаю, что мы, может быть, когда-то еще на этом остановимся более подробно. Ну вот все, что я хотел на сегодняшний день донести до коллег, участников мероприятия, я, в общем-то, донес, постарался. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Конечно, последняя информация ваша, она, конечно, вот особенно цифры по безопасным условиям труда, несчастных случаях на производстве, они приводят просто в шок. И мы постоянно тоже, вот и Союз промышленников, и в ваших структурах мы всегда анализируем и смотрим, какие несчастные случаи происходят на производстве у нас в республике. Так я вам скажу, что если вот раскладывать все эти вещи по полочкам, кто виноват, почему это произошло, причина несчастного случая, что способствует и так далее. Да. К сожалению, элемент непрофессионализма работников имеет место. Это о чем мы говорим, вот, собственно говоря, с самого начала. То, что там средства индивидуальной защиты, там условия труда, там оборудование, там, допустим, не готовое, там и халатность какая-то определенная и так далее, разные уровни работников и так далее. Вот, непроведенные инструктажи, там, непроведенное обучение и так далее. Но, к сожалению, в этих цифрах доля есть и непрофессионализма работников, которые на своих рабочих местах не совсем понимают, что они, собственно, функционально должны делать. Вот, так, что еще хотелось прокомментировать в части то, что говорил Владимир Владимирович. Я так это в виде обсуждения и так далее. Да, вот говорили сегодня, конечно, цифры по несчастным случаям, по безопасности, это ужасная штука, которая требует, может быть, отдельного разговора и определенных мероприятий. Я так полагаю, что вот сейчас на форуме 1-2 числа в Москве проходящие там рассматриваются, и есть уже сегодня, я смотрел буквально, значит, разработана новая модель региональной дорожной карты, новая модель. Мы сейчас будем ее изучать, будем ее просматривать, как это переложить и предложить главе республики на Координационном совете эту дорожную карту, естественно, поменять, о чем говорил Владимир Владимирович, потому что многие вещи нужно все-таки переформатировать, это обязательно. Тем более очень много меняется в жизни. Мы попали в пандемию, это уже, собственно говоря, одни условия, вернее, другие условия, и спады в экономике, там, в общем, масса причин, которые сегодня нас, собственно говоря, заставляют в какой-то степени формат немножко менять. По поводу обязательного прохождения независимой оценки квалификации, что хотел сказать в этой части. Это очень важная вещь, абсолютно. Вот сегодня были озвучены Владимиром Владимировичем такие моменты, как профессии, которые связаны в первую очередь с опасным производством, это лифтовое хозяйство, сварщики в области энергетики. Что происходит в этих вещах? Вот мы в свое время, в 2017 году, был создан Центр оценки квалификаций в области сварочного производства. И что вы думаете? Вот когда был Центр оценки создан, слава богу, что все так сложилось, и мы проводили пилотный проект, внедрили там ГИАНОК, это государственная итоговая аттестация, которая сопрягается с независимой оценкой квалификаций для выпускников средних СПО, средних профессиональных образовательных организаций. И были в надежде, что все работодатели обратятся за помощью к ЦОКу по сварке и будут направлять своих работников, соискателей, и сами работники
будут заинтересованы, чтобы пройти независимую оценку. Очень тяжело эта тема шла на протяжении всего, и только вот буквально в последнее время сегодня начали заполнять все-таки большее количество работников с других предприятий. Ну, к сожалению, выпускники не проходят сегодня независимую оценку, а особенно крупных производств, там, Мондис, ЛПК там, и так далее, там, кто завязан на серьезных производствах, именно связанные с технологией сварки, они сегодня проходят вот эту независимую оценку. Что нельзя сказать, допустим, о Центре оценки квалификаций в области финансового рынка. Вы не поверите, когда мы провели ГИАНОК и участвовал в СОК по финансового рынка, участвовали ребята-выпускники 2 или 3 техникумов в то время. Ну, результаты по прошествии времени, конечно, они тоже нас впечатлили в свое время. Ну, на этом все, собственно, и закончилось. Не можете поверить, сколько армия работников, связанных с бухучетом, с налоговым учетом, никто независимую оценку не проходил. Вот, и до сих пор. И, конечно, руководитель организации, на базе которого создан этот Центр оценки квалификаций, вот где-то уже поставила под сомнение, что, хотя мы и убеждали его в свое время о создании этого центра, ну, человек в растерянности, что никакого результата в этой части мы не имеем, к сожалению. Ну, я не знаю, может быть, последние какие-то движения в части обязательности прохождения все-таки будут совершены. Вот. Но на сегодняшний день так. Это то, что касается прохождения независимой оценки. Ну, по сварке, если у нас еще, собственно говоря, есть Центр оценки квалификации, то думали о создании Центра оценки, значит, в области лифтового хозяйства. Ну, просчитали, что не так много работников, у нас где-то около 100, ну, до 100 человек в республике в целом, которые работают в этой отрасли, именно специалистов, которые занимаются обслуживанием, ремонтом лифтового хозяйства. Вот. Поэтому проходим независимую оценку, но там строго, там к работе не будешь допущен, пока не пройдешь независимую оценку, не будет сертификат, подтверждающий твои профессиональные компетенции и так далее, определенного уровня по видам тех работ, которые ты обязан производить, допустим, Ну, на этом. да, об этом как раз на форуме и говорили. На сегодняшний день идет тенденция к тому, чтобы унифицировать процедуру. У нас по промбезопасности, по направлению, да, очень много работников, которые проходят определенную систему допуска к выполнению работ. Да, это, например, те же сварщики, да, у них есть своя аттестация сварщиков. Да. Есть еще у некоторых профессий именно по направлению промышленной безопасности системы допуска. И вот на сегодняшний день идет тенденция к тому, что это будет унифицировано, и все эти допуски будут проходить через независимую оценку квалификации. И это, наверное, будет правильно, когда конечно. Единая национальная система, единый инструмент оценки квалификации работников. И я думаю, что в ближайшее время мы к этому все-таки придем. И еще что хотелось сказать в этой части. Учитывая, мы стараемся уложиться, так сказать, в академический час, потому что для восприятия все-таки, чтобы это было максимально, есть такое понятие, как профессия наставника. Ну, она сегодня никак нормативно не подкреплена, но надеялись, что будет озвучено вот сейчас на форуме, что все-таки профстандарт профессии наставник уже будет обнародован, как бы, но пока этого не произошло. Хотя мы, собственно говоря, ждем, но очень происходит вокруг этого всего и много мероприятий, и все пытаются вот выделить как-то эту профессию, но ее сегодня, ну, в виде профессии наставник, потому что нет сегодня определения. Каждый придумывает все, что ну, сам решил или, допустим, как воспринимает это понятие. Поэтому ждем этот документ и профстандарт по поводу наставничества, да, и тогда уже будет явно, если будет профстандарт, то будет такая уже профессия, я так понимаю. Это что касается вот этого. Но очень ждем, это очень важно. Нам это важно очень и для школ сегодня, и для производств, где эти наставники, люди, которые имеют опыт и образование соответствующие компетенции, будут привлекаться на эту работу. Ну и что еще хотел сказать в отношении документов, которые сегодня являются регламентирующими для нас.
в части национальной системы квалификации. Значит, мы уже озвучивали здесь, что есть федеральный закон 238 о независимой оценке квалификаций. Вы это все эти документы, потому что так для восприятия, что они себя представляют, как они работают, вы можете явно только, когда вы сами откроете, допустим, зайдете на сайт РМЦ или Минтруда, спокойно можете посмотреть. Их не так много, их на сегодняшний день до 20 документов таких, это и постановление правительства, и приказ Министерства труда, и федеральные законы, вот, которые вот еще изначально. Но основа на сегодняшний день это вот 238, 584, 251 и 239. Ну и в части. основу, конечно, это у нас сами профессиональные стандарты. Ну, Наша да. основа основ, на основании которой вся система у нас и развивается. Развивается, да. На сегодняшний день где-то уже в районе 1386, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день профстандартов. И хотелось, чтобы был 1387 именно профессиональный стандарт наставник. Было бы очень, очень важно бы для нас. Ну и, собственно говоря, учитывая, что академический час у нас подходит к концу, хотелось бы продолжить в таком формате. Мы будем стараться максимально собирать те вопросы, которые вы будете нам задавать. Бесспорно, будем их анализировать. И даже, может быть, Владимир Ильич, мы можем даже выстраивать свои будущие, следующие, так сказать, вебинары в части тех вопросов, которые мы будем аккумулировать, собирать и будем выстраивать уже тематику тех вещей, которые хотим донести до слушателей. Да, Владислав Вот Петрович, хотелось бы, конечно, вебинары проводить в виде больше семинаров, да, когда любой из участников мог подключиться, задать вопрос, рассказать свою практику, свои проблемы, свои какие-то... Да, обратная связь очень важна. Обратная связь, да, и прямо, чтобы это мы не ждали там каких-то писем, а прямо вот онлайн мы могли поговорить, обсудить, и желательно, конечно, чтобы и работодатели активно принимали участие, и, может быть, и какие-то выступления, делились своим опытом. Вот хотелось бы вот такой вот формат. Это очень важно. Ну вот, учитывая, что у нас присутствует руководитель центра, который занимается информационными технологиями, Вячеслав Алексеевич, может, нам поможете все-таки как-то создать формат вот этого семинара? В принципе, там ничего сложного нет. Сейчас, вот, если у кого подключена камера и микрофон, мы можем их включить. Им достаточно в чате написать: я там прошу слов. Ну, можно, собственно, и так, но учитывая, что там за нами еще стоят следующие мероприятия, которые будут проходить. Поэтому я думаю, что если это все... А потом мы сможем увидеть те вопросы, которые люди могут задать, да? Мы потом увидим. Спасибо всем большое. Спасибо. Извините за скорость, но как-то так. Для восприятия это, скорее всего, где-то в пределах часа. Спасибо, до свидания.